Ровно, областная прокуратура. Именно здесь началась спецоперация «Янтарь». Ее уже назвали едва ли не самой масштабной и секретной в истории украинских спецслужб. Применяя беспрецедентные способы дезинформации, нам удалось сделать так, что люди, которых сегодня арестовали и у которых провели обыски, не узнали о том, что в операции по задержанию участвуют более 400 оперативных работников. Наконец-то тебя свинья забрали, блин. Бойцы СБУ в масках и с оружием задерживают одного из самых медийных украинских прокуроров. У него в кабинете и дома оперативники находят коллекцию часов, самые дорогие из которых стоят более 600 тысяч долларов. Золото, деньги и оружие. Хотя в прошлом году он заработал всего 245 тысяч гривен. Еще одного фигуранта задерживают дома и без журналистов. Имени не называют, только звание подполковник СБУ. Он долгое время работал по линии борьбы с коррупцией и организованной преступной деятельностью. Работал в Полесье и был в числе тех ключевых лиц. Он непосредственно напрямую контактировал с заместителем прокурора и обеспечивал прикрытие этой преступной деятельности. Деятельность группировки состояла из двух направлений. Первое – хищение янтаря и подмена вещдоков, а также продажа солнечного камня. И второе – классическая крыша образца 90-х. За право безнаказанно добывать янтарь со старателей требовали деньги. За отказ задерживали. За каждую помпу и за каждый выход старатели отчисляли дань руководителям из правоохранителей и из административной вертикали. Это деньги достаточно значительные. Мы оцениваем их как в месяц миллионы долларов. К этой группе причастны бывшие и нынешние высокопоставленные правоохранители прокуратуры, МВД и СБУ, а также представители местных властей. В районный центр Дубровицу проводить задержания и обыски силовики прибыли на вертолете. В прошлом году поява правоохранителей с оружием и попытки задержать закончились стрельбой. На этот раз выстрелы и автоматные очереди слышны в пригородах райцентра. Старатели не дают возможности силовикам проехать на подмогу. В районе задерживают двух экс-полицейских и одного офицера СБУ. Обыски проводят у председателей местной администрации и его коллеги из соседнего Ракитновского района. Представители администрации же уверяют, что ситуация под контролем. Никаких обвинений не предъявлялось, никто не задержан. Главы районов сейчас работают стабильно и в нормальном режиме. Сергей Киркевич, председатель Дубровицкого района, считает обыски у себя дома и в кабинете личной местью Арсена Авакова. Ведь глава района еще в августе прошлого года всю вину за перестрелку в райцентре, когда полиция открыла огонь по митингующим людям, возложил на министра внутренних дел и его подчиненных. Хотя озвучивать эту версию на камеру, как, впрочем, и общаться с прессой, ему запретили сверху. Мол, нечего нагнетать и без того взрывоопасную обстановку. Роли и ответственность в группировке были четко распределены. Они вели свою бухгалтерию. В телефонных разговорах обсуждали дележку прибыли между собой. Документы уже изъяли следователи, а записи разговоров приобщили к делу. Генпрокурор уже пообещал несколько громких судебных процессов и намекнул на то, что эти задержания только начало. Безусловно, это не означает, что с завтрашнего дня остановятся все помпы, а янтарь перестанут воровать. Но мы понимаем и то, что нанесли серьезный удар по одной из наиболее организованных группировок по этой теме. Только взятками, по подсчетам СБУ, старатели-янтарщики ежегодно уплачивают правоохранителям около 200 миллионов долларов. А коррупционные потоки ведут к самым верхам руководства не только украинских спецслужб, но и страны в целом. Дмитрий Лентьюк, Украина. Настоящее время.